Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Якутске открылся кризисный центр для детей и подростков. О необходимости такой службы в столице региона и какая помощь будет оказываться детям, сможет ли обратиться туда ребенок самостоятельно, расскажет гость нашей студии Олег Припузов, главный врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера. Олег Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кому и с какими жалобами следует обращаться вот в такой кризисный кабинет? Ну, я должен сказать о том, что он впервые в республике у нас открыт. И обращаться могут дети с 12 до 17 лет. То есть это подростки, ранний подростковый возраст и непосредственно подростковый возраст. Обратиться они могут с различными психологическими проблемами. То есть мы бы хотели уйти от той стигматизации, которая связана с нашим учреждением, и не говорить о том, что это психиатрия. Нет, эту помощь оказывают психотерапевты и психологи, поэтому проблемы могут быть разные. От нарушений сна, настроения, тревоги, беспокойства, каких-то плохих мыслей, скажем так, проблем во взаимоотношениях со сверстниками, с родителями. То есть вот очень большой спектр таких вещей, о которых подросток может рассказать только специалисту. Тогда давайте поговорим как раз о том, какие проблемы могут возникать у подростков в таком возрасте. Есть понятие депрессия. Каковы механизмы появления депрессии, что ей предшествует и как она в целом проходит у ребят в таком возрасте? Ну да, но депрессия в виде какого-то периода плохого настроения может быть в принципе у любого человека. Ну, у любого из нас в какой-то период нашей жизни. Этот период может быть ранний, как у подростков, да, может быть поздний, где-то в старческом возрасте, но никто не застрахован. Вот, поэтому этого не надо бояться этого слова. Вот, депрессия, понятно, что это, во-первых, у человека плохое настроение. То есть он печальный, его ничего не радует, ему ничего не хочется ни с кем разговаривать, ни с кем общаться, хочется меньше двигаться, больше лежать, может нарушаться сон. То есть вот что и такое депрессия. Вот. И, конечно, вот в таком возрасте она может проявляться еще нарушениями поведения. То есть родители, с точки зрения родителей, это совсем все по-другому. Ему кажется, что ребенок ленится, что ничего не хочет делать, не слушается их, он уходит из дому, да, не выполняет их инструкции. Вот. Это вот такое ощущение у родителей возникает, а у самого ребенка или подростка у него совсем на душе другое. Вот. Поэтому родителям нужно думать о том, что если что-то необычное происходит с его ребенком, то нужно обратиться к специалистам. И порой то, что ребенок не готов сказать своим родителям, он может поделиться об этом с специалистами. Ну, специалисты, конечно, будут общаться и с родителями тоже. Скажите, а вот как проходит прием? Каким образом сотрудники Якутского республиканского психоневрологического диспансера помогают подросткам, которые... Ну, во-первых, я должен сказать о том, что это все-таки медицинская помощь, не абсолютно психологическая. И есть несколько этапов вообще вот в нашей республике. То есть первый этап – это, конечно, школьные психологи. То есть ребенок, прежде всего, в любой школе может обратиться к школьному психологу. Есть в Министерстве образования центр психолога социального сопровождения. Есть в Министерстве молодежи центр социально-психологической помощи молодежи. Туда тоже может подросток обратиться. Там работают психологи, и они могут оказать очень квалифицированную, хорошую помощь. И вот эти же психологи могут направить ребенка уже к врачам. Вот. Либо сами родители или подросток, да, они могут, подросток 15 лет, они могут обратиться непосредственно уже в наш диспансер по адресу Лермонтова, 178/1. Это наше диспансерное отделение, амбулаторная служба. Там работает подростковый психиатр. Также есть детские психиатры с 12 до 15 лет. Они работают у нас в 3 поликлиниках. Первая поликлиника в городе Якутске, ЕГБ номер 3 на Лермонтова, и медцентр города Якутск, это поликлиника на 202. Ну, соответственно, если это район, то в районе есть психиатр, к которому наши дети тоже могут обращаться за помощью. И, конечно, этот центр, кабинет, он пока у нас расположен только в городе Якутске, поэтому, когда дети или родители обращаются к психиатру
в Лермонтова 178/1, то психиатр дает направление, и они идут уже в наш центр. То есть должен быть определенный отбор на разных этапах оказания вот, психологической и медицинской помощи. Вот. И затем уже ребенок идет непосредственно на прием к врачам. Вот. Кабинет наш сейчас расположен Орджоникидзе 33. Это достаточно небольшое помещение, поэтому мы громко пока не можем сказать, что это центр. Это скорее кабинет, в нем работает врач-психотерапевт и клинический психолог. Вот. Но мы надеемся, что вот в ближайшее время будут приняты решения, да, на уровне Министерства здравоохранения, правительства об расширении этого кабинета до центра, да, ну, в виде предоставления помещений, дополнения штатов, чтобы вот эти вот специалисты в более множественном числе могли работать и оказывать помощь большему количеству населения. Ну, имеется в виду детского. Скажите, а есть ли сейчас уже какая-то готовая статистика по тому, в каком возрасте чаще всего приходят дети за поддержкой и по каким случаям они обращаются? Ну да, конечно, вот наша печальная статистика – это то, что вот все это происходит в возрасте от 15 до 17 лет. Хотя в последнее время появились вот подобные проблемы и у подростков более младшего возраста, уже начиная с 12 лет. Вот. Ну, вы знаете, что вот кроме того, о чем мы говорили, депрессии, да, могут быть тревожные расстройства, то есть в виде беспокойства какого-то, да, нарушения сна, ну и какие-то другие психические нарушения. Вот. И, к сожалению, есть у нас еще и понимание того, что у некоторых подростков могут возникнуть суицидальные мысли. Вот это самое для нас, конечно, важное, то, что мы должны предупредить. Вот. Но с этим тоже обращаются и попадают к нам, и после попыток самоубийств, да, дети, которые что-то совершили. Вот. И слава Богу, это не удалось. Мы должны помочь им сделать так, чтобы этого никогда не повторилось. И более того, предупредить то, что может быть в будущем, хотя это только в мыслях. То есть вот такой большой спектр различных вопросов могут быть у подростков. Я бы хотел вернуться еще к тому, что почему подростков, почему именно в этом возрасте. Понятно, что человек уже не ребенок, но еще не взрослый. У него происходит становление. Он самоидентифицируется в этой жизни, понимает, кто он такой, как он должен взаимодействовать, кем он станет. И, конечно, у детей, у которых сложные, скажем, психологические особенности, да, какая-то нестойкая психика, такая ранимая, он может сорваться. И это может привести к разным последствиям. Вот. Это может быть и к уходам из дому, да, каким-то конфликтом с родителями, со сверстниками. Вот. Это вот первое. Второе, это, конечно, то, что он сталкивается с трудностями. Трудности могут быть не только в семье, да, но и в коллективах детских. Мы знаем, что бывает, да. Вот. Это сложности в коллективах, скажем так, в подростковой среде, на улице. Вот. Вот с этим подросток сталкивается. И он не умеет, он не знает, как это преодолеть, у него нет опыта. Вот. И поэтому ему нужна помощь специалистов, и психологов, и психиатров, и психотерапевтов. Поэтому вот основной возраст наш – это подростковый, конечно, за который мы сейчас беспокоимся. Скажите, а вот в такой непростой период для подростка на что следует обратить внимание родителям, старшим родственникам, чтобы не довести до такой страшной ситуации? Да, ну, конечно, прежде всего нужен контакт родителям с ребенком, чтобы отслеживать те изменения, которые в нем происходят. Ну, то есть первое, конечно, это то, что у них исчез этот контакт, который был, скажем, с ребенком, да, значит, что-то не то. Нужно как-то или самим попытаться заглянуть в душу, так сказать, да, либо все-таки проконсультироваться у специалистов. Второе, это то, что у них есть контакт, но родители видят, что ребенок изменился. Да? Он стал замкнутым, допустим, или, наоборот, слишком расторможенным. Да? У него есть какие-то сложности со сном, или он мало спит, или, наоборот, все время спит. Да? Он как бы закрывается, да, замыкается, не хочет общаться. Или он, допустим, был общительным, он вообще никуда не ходит. Вот. Ну и вот разные такие особенности в поведении подростка, они могут навести на мысль, что нужна какая-то ему помощь и поддержка.
Вот. И, конечно, коллективы большие же в школах. Конечно, психолог не может отследить это, да, и даже учителя не могут. Поэтому на родителей вот большая ответственность лежит в том, чтобы увидеть все эти изменения. Вот. Ну и должен сказать о том, что родители не должны ждать, что у ребенка будет классическая депрессия, как у взрослого человека. Да? То есть снизилось настроение, он ночью не спит, он, значит, лежит, ни с кем не общается и так далее. Нет, у детей это все смазано. Оно как бы незаметно для глаз окружающих и проявляется несколько иначе. Скажите, а ребенок сам может обратиться за помощью к специалисту? Да, у нас по закону о психиатрической помощи, ну и по закону об охране здоровья граждан, значит, до 15 лет обязательно необходимо согласие родителя или законного представителя. А с 15 лет подросток может сам обратиться. То есть он может вот прийти Лермонтова 178/1 и обратиться к подростковому психиатру. Вот. Ну, дети все-таки до 12 лет редко, так сказать, сами обращаются, да, и до 15 лет. Вот. С 15 лет он может. У нас сейчас запись ведется по телефону, да, но мы в ближайшее время, в связи с тем, что это очень сложно идет, и телефоны, так сказать, времени телефона не хватает, мы планируем вести электронную очередь и планируем запись через колл-центр службы 122, и таким образом могут записываться и подростки в том числе на прием к подростковому психиатру. Есть ведь и такое устоявшееся выражение, что состоит на учете. Может ли ребенок, подросток быть на учете в диспансере, в кабинете, и страшно ли это? Ну да, вот в советское время было понятие учет. Да, то есть ставили на учет к психиатру, и это было как бы клеймом для человека, происходила такая стигматизация, то есть он практически отстранялся от всей окружающей жизни. Вот в 1992 году был принят наш новый закон тогда о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, и этот закон определил, что нет никакого учета, есть только диспансерное наблюдение, так же как наблюдение за больными инфарктом, там, инсультом, да, также наблюдается за этими расстройствами. Но на диспансерное наблюдение ставят только с тяжелыми психическими заболеваниями. Большинство из тех расстройств, о которых мы сегодня говорили, они не относятся к таким тяжелым. И поэтому даже если он обратится к нам, конечно, будет заполнена медицинская документация, да, но это не будет учетом или наблюдением как таковым. Это будет консультативным наблюдением, то есть по желанию. И это не будет препятствовать человеку в жизни получать в дальнейшем профессию. Благодарю вас, Олег Алексеевич, за содержательную беседу. Как знать, возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Да, конечно, мы всех ждем. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.